Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Проблема ожирения с каждым годом становится только актуальнее. Избыточная масса тела и связанные с ней осложнения встречаются не только у взрослых, но и у детей. По последним данным, в России лишний вес есть у каждого 10-го ребенка, а в США у каждого 5-го. В рамках Года детства в республике разрабатывается проект по борьбе с детским ожирением для выявления проблемы и его предотвращения. Об этом мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии сегодня Лидия Посельская, врач-эндокринолог Республиканского центра общественного здоровья и также медицинской профилактики. Лидия Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю все-таки начать с масштабов проблемы. Вот какие они сегодня у нас как в стране, так и в республике? По данным профосмотров, которые проводятся в школах, ожирение занимает 3-е место в структуре заболеваемости. На 1-м месте это заболевание глаз, то есть близорукость, миопия, которые развиваются чаще в школьном возрасте. На 2-м месте это нарушение осанки, сколиозы, и на 3-м месте это ожирение. И это ожирение, оно имеет тенденцию к увеличению. То есть по данным 2022 года, с 2017 года у детей от 0 до 14 лет увеличилось количество заболеваемости ожирением на 29%, у подростков от 15 до 18 лет на 33%. Если говорить по России, то в Российской Федерации заболевания ожирением от 5,5 до 11,8% детей, в сельской местности 5,5%, а в городе больше 8,5%. Но также отмечают, что девочки болеют чаще, чем мальчики. Девочки болеют чаще, чем мальчики. Вот вы сказали, что статистика городской и сельской местности разнится. Я так понимаю, что здесь основная причина – это малоподвижный образ жизни, в первую очередь. Какие еще причины набора веса у детей? В подавляющем большинстве, 98-99%, это все-таки избыточное поступление калорий на фоне гиподинамии и наследственной предрасположенности. Это основная причина. А вот именно связанные с нейроэндокринными заболеваниями, моногенные, синдромальные, которые связаны с дефектами каких-то генов, также центрального происхождения ожирения, которое может быть после тяжелых черепно-мозговых травм, опухолей у детей, после лучевой терапии, на фоне приема каких-то лекарственных препаратов, например, глюкокортикоидов, если у ребенка требуется по состоянию здоровья, прием, например, длительный нейролептиков, разных препаратов. Эти причины, они встречаются все-таки реже, чем... То есть, суммируя, говоря проще, основные 3 причины, 3 кита, так скажем, ожирение у детей – это малоподвижный образ жизни, неправильная диета, и 3-е – это наследственность. А вот что насчет физических нагрузок? Вот как специалист, соразмерны ли физические нагрузки в школах? То есть, может быть, стоит увеличивать тогда уроки физкультуры? По рекомендации ВОЗ ребенок должен не меньше 60 минут в день заниматься физической активностью. То есть это может быть ходьба, лыжи, езда на велосипеде, плавание, даже зарядка в доме. Любая физическая активность, она способствует, дает преимущество для здоровья ребенка. Я, наверное, спрошу как обыватель, вот вам как специалисту виднее, неужели родители самостоятельно не видят, что у ребенка есть объективный лишний вес для его возраста? Зачастую же обращаются, когда уже достигают критических отметок. Да, не всегда замечают. Это можно выявить при профосмотре и сказать, что у вашего ребенка избыточный вес. Вот давайте тогда Потому что поговорим они говорят, что, например, ребенок, он был всегда полненький, не худенький, с самого про важность профосмотров. Как часто ребенку нужно проходить профосмотры, в том числе и посещать эндокринолога? Профосмотры проводятся ежегодно в школах. Согласно приказу 514, проводятся определенными специалистами по возрастам. В этом году в рамках Года детства у нас запущен, вот мы сказали в начале программы, разрабатывается проект по борьбе с детским ожирением. В чем суть проекта, какие его будут основные направления работы? Проект по борьбе с ожирением разрабатывается и утверждается в нашей республике на основании федерального проекта, который называется «Комплекс мер по борьбе с ожирением у детей до 18 лет». Он межведомственный проект. Туда входит много ведомств, в том числе Минздрав, Минобрнауки, Роспотребнадзор, Министерство спорта, и другие ведомства. Этот проект, он координирует работу этих ведомств, разрабатывает алгоритм и преемственность в их работе для борьбы с ожирением у детей.
Можно отметить, что туда входят научные исследования, которые направлены на раннее выявление ожирения у детей, скрининговые методы исследования, которые внедряются в массовые медосмотры у детей тоже для выявления в отклонениях в массе тела. Также разрабатывается маршрутизация для детей вот из группы риска, с избытком массы тела. Это группа предожирения, которые в последующем направляются в какие организации для того, чтобы с ними проводилась профилактическая работа. И вторая группа — это дети уже с имеющимся ожирением, которые должны идти на дообследование куда-то в стационары. Также там вопросы касаются организации диетического питания для детей с ожирением и повышение и доступность физической активности, ну и поддержка грудного вскармливания. Лидия Петровна, вот смотрите, врач ставит ребенку диагноз ожирения. Какие первостепенные действия как родителей, так и врача должны быть, чтобы, так скажем, этот диагноз либо минимизировать, либо его свести вообще к нулю? Диагноз ожирения, надо сказать, что это хроническое обменное заболевание. Оно может прогрессировать при естественном течении, если никакие меры не предпринимаются. Это заболевание рецидивировать может и вызывать определенный круг осложнений. Поэтому врач, он нацелен на долгосрочную перспективу. То есть на изменение пищевых привычек, на изменение образа жизни в семье этого ребенка, на то, чтобы в последующем у него не было заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения углеводного обмена, липидного обмена. Он нацелен на это, врач. И он должен в беседе с родителем это проговорить, потому что родитель может ожидать другого. То есть за короткие сроки это скидывание веса. Тут диета не направлена только на кратковременный срок. Это долгосрочно. То есть образ жизни должен измениться для того, чтобы ребенок от этого заболевания выздоровел. Если у него ожирение, он может перейти в группу для детей с избыточным весом, то есть предожирение. У кого предожирение или низкие степени ожирения, он может нормализовать вес, особенно в период, когда идет ростовой скачок. Вот вы сказали, долгосрочная перспектива — это 3-5 лет. Или еще больше? Нет, это на всю жизнь. На всю жизнь. То есть он должен. А нужна ли здесь работа с психологом? Потому что для детской психики диагноз ожирения не самый, так скажем, легко усваиваемый. Да, работа психолога, конечно, важна, я думаю, в плане адаптации ребенка в коллективе, потому что чаще они испытывают какие-то насмешки, у них эстетические проблемы с внешностью. У подростков они переживают очень сильно, вплоть до каких-то суицидальных мыслей доходить может. Поэтому психолог, его работа очень важна. Такая комплексная работа получается. Да, это комплексная работа многих сразу специалистов. Нескольких специалистов, Да. и родителей, безусловно. Лидия Петровна, мы с вами сегодня поговорили, что не менее 60 минут должны быть физические нагрузки в школе. Давайте поговорим про физические нагрузки вне школы. Вот какие виды спорта, собственно, так скажем, физической активности школьникам для снижения веса необходимы? Возможно, плавание. 60 минут — это не только занятия в школе, он вообще каждый день именно регулярно, систематически должен заниматься, даже внутри дома. И любую физическую активность у ребенка нужно поощрять. Даже если он под музыку просто двигается, если он ходит по лестнице, если он встал с дивана, не смотрит телефон, а чем-то занимается, его надо поощрять. И в беседе с родителем ребенку тоже нужно в доступной форме для него объяснить, почему он должен похудеть. Если он не мотивирован, если он не ставит себе такую цель, он не может себе помочь, он не понимает. Если ему сказать, что у тебя будут в будущем какие-то осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, он этого не поймет. Ему нужно, например, сказать, что часто бывает, что дети с большой массой тела не подходят по размеру им одежды. Ты оденешь там какую-то красивую одежду, например, ты будешь лучше выглядеть, у тебя будет больше друзей. В его доступной форме, чтобы это была его цель тоже. Понимала. А вот что насчет питания? Это же очень сложно поменять пищевые привычки даже у взрослого человека. А дети, они же падки у нас на фастфуд, на чипсы, на газировку. Это же продукт потребления буквально, если не номер один, то номер два. Они доступные, они дешевые, они яркие. Вкусные, да, яркие. Поэтому если ребенок проголодался, в рацион, во-первых, современный подход — это нормокалорийное питание. Ребенок должен питаться 4-5 раз. То есть горячее питание, обязательный завтрак. Он не садится на какую-то диету, ограничиваются продукты, которые содержат трансжиры, насыщенные жиры. Это продукты, содержащие насыщенные жиры, например, которые трансжиры образуются при
обработки растительных масел. Они содержатся в большом количестве в кондитерских изделиях, например, торт, пирожные, там, маргарин, комбижир. Вот такие продукты, они либо исключаются, либо ограничиваются. Сладкие газированные напитки, конфеты, печенье, такие продукты. И жиры, они, ну, вообще все стероидные гормоны, они синтезируются из холестерина, и липиды, они очень важны именно вот для нормального функционирования стенок, даже тех же сосудов нервной системы. Поэтому они должны замещаться полиненасыщенными, мононасыщенными жирными кислотами, которые содержатся в растительном масле, льняном, рапсовом, кунжутном, вот морской жирной рыбе, речной рыбе, которые должны в рацион ребенка включаться. Очень полезна клетчатка, которая создает чувство сытости и ну, помогает Пищеварение. пищеварению, да. Ага. При этом надо учитывать, что ребенок должен потреблять больше жидкости и ну, постепенно увеличивать количество клетчатки, чтобы не вызывать какого-то дискомфорта. А стоит ли ребенку без назначения врача употреблять какие-то БАДы, витамины, вот то, что сейчас активно культивируется и в аптеках? Ну, лучше, конечно, консультироваться с Только с врачом. врачом. Лидия Петровна, ну у нас сезон весны наступает буквально вот через месяц. Хочу проконсультироваться со специалистом, с врачом. Все-таки эндокринная система, она важна и для детей, и для взрослых. Когда стоит уделять внимание своей щитовидной железе и другим, так скажем, элементам эндокринной системы? Ну, Якутия, она относится к региону йод-дефицитному, поэтому йод, он должен каждый день поступать в организм. Это микроэлемент важный для функционирования ну, всех систем организма. Поэтому как профилактика здоровые дети, они должны употреблять йод. В виде йодированной соли можно подсаливать еду, либо удобнее все-таки в таблетированной форме, это йодомарин. Ну и взрослым тоже? Да, взрослым тоже обязательно. Вот самое главное, щитовидная железа очень долгое время не болит. Лучше ее своевременно обследовать, правильно? Да. Сколько примерно раз в год? Один? Ну, возраста декретированные у детей это 10 лет, 15, 16, 17 лет. Когда их смотрит эндокринолог, с жалобами обращаются раньше, если мама замечает, что увеличение идет какой-то щитовидной железы, либо ребенок не успевает в учебе, какая-то утомляемость у него появляется. Ну, какие-то жалобы, подозрения на заболевания обращаются раньше. Лидия Петровна, ну я уверен, что здесь, как и в любом другом лечении, важно превентивные методы, своевременное обращение к врачу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.